Я создал свой первый канал, когда еще жил в селе. У меня, условно говоря, был только один телефон. И первые 6 месяцев я вообще ничего не зарабатывал. Только достигнув 100 тысяч подписчиков, за 8 месяцев я начал зарабатывать свои первые деньги. И деньги я зарабатывал не в тенге, а в долларах. То есть на меня не влияли кризисы и стихийные бедствия. Грубо говоря, так. Что ж, сейчас я продал свой канал и занимаюсь SMM-маркетингом. Сейчас мы все находимся в карантине и мы ищем способы заработка. Но нужно знать, что в интернете можно найти очень прибыльное дело. Но также там существует много разнообразных мошенников, которые хотят развести вас на деньги. Моя цель помочь вам избежать неудач и не стать жертвой махинаций. Поэтому давайте разберем топ-5 способов, как заработать на своем блоге или сайте. Первый способ – зарабатывайте на своем первоклассном блоге. Многие люди хотят создать свой блог и выражать на нем свои мысли и проявить свой творческий потенциал. Но далеко не все знают, что на нем можно зарабатывать. Есть люди, которые на своем блоге пишут статьи про какие-нибудь новости или про какие-нибудь секреты в какой-нибудь отрасли. То есть они продают свою экспертность своим клиентам и таким способом зарабатывают. Если вашей целью является зарабатывать на своем блоге, то есть его монетизировать, вот несколько советов, которые помогут вам это сделать. Выберите актуальную тематику, такую как здоровье, финансы, отношения, хобби или личностный рост. Все что угодно. Всегда старайтесь создавать посты наилучшего качества, потому что контент ради контента, так не пойдет просто. Изучите SEO и продвигайте ваш сайт в поисковых системах. SEO – это бесплатный способ продвижения по ключевым запросам ваших клиентов. На образовательной платформе Atomiken Academy авторы имеют возможность продвигать свои курсы и статьи по ключевым словам. Например, ваш потенциальный клиент хочет научиться управлять своими финансами. Он вводит в поисковик «Как управлять финансами», и поисковая выдача, пусть это будет Google или Яндекс, предлагает потребителям ваш курс на Atomiken Academy. Следите за популярными блогерами и другими влиятельными людьми в вашей сфере, потому что большинство трендов распространяют именно они. Приведенные советы помогут вам двигаться в правильном направлении. Если у вас имеется достаточное количество трафика на вашем блоге, то есть ваш блог авторитетный, то его можно монетизировать абсолютно разными способами. Платная реклама, продажа собственных курсов и продуктов, продажа партнерских продуктов и многое другое. Способ номер 2. Запустите партнерский сайт. Продвижение продуктов может стать отличным способом получения дополнительного дохода. Вы можете продвигать продукты ваших клиентов и получать с этого комиссионный. За каждую сделку вы получаете от 5 до 20% от общего заказа. Сперва этот бизнес может показаться вам не особо прибыльным, но если вы приведете туда больше людей, больше трафика, то вы будете зарабатывать большие деньги. Потому что чем больше покупателей будет у ваших продуктов, тем больше комиссий вы получите. Например, предположим, у вас есть сайт, посвященный похудению. Вы можете создавать посты, которые предлагают соответствующие тематике, продукты и приложения, и каждый раз, когда вы упоминаете продукт, можете указать партнерскую ссылку. В последние годы популярность интернет-магазинов растет, и с такими платформами, как WooCommerce и WordPress, такой процесс проходит намного проще. То есть, если вы хотите продавать реальные физические продукты, что-то осязаемое, то интернет-магазин подойдет как нельзя лучше. Существует два разных способа запуска успешного интернет-магазина. Первое – это создание и продажа нишевого физического продукта специализированной группе покупателей. Второй способ – это приобретение более дешевых товаров, произведенных в зарубежных странах, их переупаковка и продажа с наценкой. Успех вам гарантирован, если вы имеете большую страсть к вашему продукту и вы готовы тестировать и проводить исследования. Но если же вам покажется этот способ слишком рискованным, существует второй способ, где вы можете заказать продукты у зарубежных производителей, например, на таких площадках как AliExpress, и перепродавать своей наценкой. Помимо продаж, вам стоит также подумать о том, как именно вы будете доставлять свои товары. Вы можете их доставлять сами, либо же воспользоваться популярным методом, который называется дропшиппинг, где ваш производитель сам доставляет заказ вашему клиенту. Третий способ – продавайте ваши услуги. Продавать свои услуги на своем личном сайте является одним из самых быстрых способов получения прибыли. Существует два разных подхода к продаже своих услуг. Первый подход. Создайте образовательный блог и предложите свои услуги. Создайте нишевый блог, содержащий полезную информацию об определенной теме. Допустим, у вас есть блог о здоровье, и вы создали довольно большую базу адресов электронной почты, или у вас большие объемы трафика.
Вы можете добавить страницу услуг на свой сайт, где вы предлагаете коучинг, связанный со здоровьем, будь то лично или посредством инструментов, таких как Skype. Второй подход – создайте базовый веб-сайт и разместите информацию о своих услугах. Этот метод заключается в создании веб-сайта с единственной целью – представить ваши услуги компаниям и отдельным лицам. Например, предположим, вы хотите стать независимым писателем. Сначала вам нужно выбрать нишу, в которой вы будете писать, затем создать свой сайт. После вы создаете несколько страниц, рассказывающих людям, кто вы, предоставляете информацию о ваших услугах и показываете несколько образцов вашей работы. Затем вы начинаете генерировать потенциальных клиентов для своего нового бизнеса в сфере услуг, создавая гостевой блог, подкаст с интервью или используя холодный охват. Если хотите, чтобы ваш сервисный бизнес достиг новых высот, то объедините оба метода. Это даст вам отличный результат. Четвертый способ – создавайте свои онлайн-курсы. Кажется, что онлайн-курсы повсюду. Итак, если у вас есть ценные знания, за которые кто-то готов заплатить, это может быть отличным способом заработка в интернете. Помимо создания собственных курсов, учебные платформы, такие как BitDegree, предоставляют возможность стать инструктором. Это уникальная возможность передать свои навыки и опыт тысячам людей, желающим узнать о новых технологиях. Онлайн-курсы могут быть созданы в самых разных форматах, от загрузки простой PDF до десятки часов видеоконтента. Создание онлайн-курсов является очень мощным путем заработка, поскольку вы все контролируете сами, и нет предела тому, сколько денег вы можете заработать в интернете. Как и большинство других методов в этом списке, онлайн-курсы можно подстраивать под разные стили веб-сайтов, включая блоги, интернет-магазины и даже партнерские сайты. Если вы хотите создать онлайн-курс, но не определились с тематикой, всегда можно спросить вашу аудиторию и узнать, что именно ее интересует и за что она готова заплатить. Например, курсы Хуаны Шомбая, казахстанского предпринимателя, в основном посвящены обучению основам бизнеса и получению творческих навыков. Все его курсы на казахском языке и при этом пользуются большим спросом. Пятый и последний способ заработать на вашем сайте, друзья, это его продать. В зависимости от вашего сайта, сделка может быть для вас очень даже привлекательной. Хотя это, конечно, не сделает вас миллионером, но заработать одну хорошую единоразовую прибыль вы все-таки сможете. В среднем ваш сайт будет продаваться за сумму, кратную вашему ежемесячному доходу. Обычно кратность зависит от множества факторов, но вы можете смело ожидать прибыль в размере 12-месячного заработка. Следующие факторы будут влиять на кратность. Это первое – возраст вашего сайта. Второе – владелец домена. Третье – объем трафика на вашем сайте. Четвертое – сколько прибыли он приносит. Пятое – диверсификация доходов. И шестое – устойчивость вашего дохода. И самое последнее – растет ваш сайт или застаивается. Вот в чем самая главная загвоздка. Если вам интересно, за сколько обычно продают сайты, потратьте некоторое время на просмотр списков Empire Flipper. Когда вы думаете о продаже своего сайта, убедитесь, что вы правильно взвесили все плюсы и минусы между получением притока наличных и потерей побочных доходов, над которыми вы так долго работали. Спасибо вам за просмотр. Если вы хотите узнать более подробно о создании своего блога, ссылку на статью я оставлю в описании. Также дополнительно я оставлю в описании ссылки на все платформы, которые были озвучены в этом видео. Я предлагаю вам стать автором на Atomic Academy, записать свой курс и писать статьи на ту тематику, в которой вы разбираетесь. Мы, команда Atomic Academy, продвигаем ваши курсы и развиваем ваш личный бренд. Если вам понравилось видео, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Если у вас возникнут дополнительные вопросы касательно заработка на своем блоге, то смело оставляйте комментарии. Мы на них ответим. С вами был Бахтияр. До новых видео.